Новая стратегия развития республики. Что учитывают в разработке плана? 5 лет центру «Мои документы» в Ленском районе. За какими услугами чаще всего обращаются местные жители? Стрельба из лука. В Якутске проходит товарищеская встреча между сборными Якутии и Москвы. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Местное самоуправление – самое важное и нужное для человека отрасль сегодня. С этих слов руководителя республики началось заседание Совета по местному самоуправлению. В республике состоялись масштабные выборы, в том числе 15 глав улусов и главы республики. Сейчас разрабатывается новая стратегия развития. Для этого составляется общий план, чтобы развитие шло во взаимосвязи. Руководитель региона Арсений Николаев посетил 25 улусов, где на местах ознакомился с планом каждого социально-экономического развития, посмотрел экономические и сельхозобъекты. Стратегический план подразумевает собой увеличение продолжительности жизни якутян, уменьшение бедности, повышение технологического уровня. Разрабатывает план Министерство экономики совместно с районами. У нас 32 муниципальных образования приняли решение разработки стратегии. Надо сказать, что муниципалитеты имеют право выбрать. Они будут разрабатывать стратегию, либо комплексный план социально-экономического развития. Есть 4 муниципальных района арктических, которые будут работать по программам, по долгосрочным программам развития. Но это, в принципе, было рекомендовано Министерством экономики, потому что для арктических улусов будет разрабатываться отдельная стратегия арктической зоны республики Саха-Якутия, в которой, конечно, будут определены стратегические направления. Золотодобывающая компания «Полюс Алдан» реализовала проект кучного выщелачивания золота. В прошлом году в рамках опытно-промышленных испытаний здесь добыли первые килограммы золота. С подробностями Руслан Павлов. Горнодобывающее предприятие «Полюс Алдан» в течение последних лет активно развивает свое производство. Ежегодно увеличиваются объемы переработки горной массы и извлечения золота. Это происходит не только благодаря совершенствованию работы на золотоизвлекательной фабрике, но и внедрению метода кучного выщелачивания. Для «Полюс Алдан» это направление далеко не новое. Еще в 70-х годах прошлого столетия здесь отрабатывалась тогда еще новая для Якутии технология КВ совместно с научно-исследовательскими институтами. Очень давно хотели организовать добычу золота кучным выщелачиванием. Проводили много опытно-испытательных работ, выработали технологию, было понимание, но по большому счету не хватало воли и определенного упорства для того, чтобы реализовать этот проект. Реализовать проект оказалось непростым делом. Понадобились не только волевые решения и инвестиции, но и новаторские предложения и смекалка. Глинистые породы Куранахского рудного поля очень сложные для переработки. Пришлось адаптировать к северным условиям оборудование, отметим, российского производителя. Адаптировали оборудование, то есть снизили аварийные простои. И сегодня, после завершения укладки в этом году, приступим точно так же в зимний период подготовки к укладке следующего сезона. Примечательно, что технология переработки руды методом кучного выщелачивания позволяет задействовать забалансовую руду, которая десятки лет хранилась в отвалах. В этой бедной руде десятки тонн золота, и его время пришло. Изучив внимательно и проведев массу различных испытаний, лабораторных исследований, удалось найти вот такой оптимальный вариант, когда мы просчитали все возможные варианты, и вот как мы сегодня видим, получили условия с минимальными затратами перерабатывать эти руды и получать максимальный эффект. Максимальный эффект заключается и в том, что методом кучного выщелачивания «Полюс Алдан» извлекает 70% металла из руды с низким содержанием золота. В эти показатели мало кто верил, но сегодня это уже состоявшийся факт. Даже здесь ученые говорили, что больше 60% нам не удастся, но нам удалось. Мы стремимся, значит, к 75, а то и выше, значит, получить извлечение. Сегодня «Полюс Алдан» уверенно идет в плане по укладке руды по проекту кучного выщелачивания. В задачах этого года уложить в штабель 1,5 миллиона тонн руды, и она уже выполнена. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Куранахское рудное поле, Алданский район.
В Нерюнгринском районе судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд. Всего в результате проверили 25 водителей, 6 из которых оказались должниками, в том числе по оплате услуг в сфере топливно-энергетического комплекса. Взыскано административных штрафов на сумму 1500 рублей. Должнику, сумма задолженности которого по коммунальным услугам более 70 тысяч, вручено требование о предоставлении автомобиля судебному приставу. Должников таких выявляется, как правило, мало. Но если выявляются, если долг большой, на месте составляется акт описи ареста имущества. Имущество изымается, и дальнейшие действия проводятся в отделе с должником. Мужчина убил свою сожительницу из-за ревности. Произошествие случилось в селе Иенгра Нерюнгринского района. По данным следствия, 43-летняя женщина и 58-летний подозреваемый распивали спиртные напитки в квартире, где совместно проживали. Мужчина начал предъявлять своей подруге претензии, обвиняя ее в измене, после чего выстрелил в голову из охотничьего ружья. Проведя осмотр, следственная оперативная группа, в последующем руководитель следственной оперативной группы, следователь Лукаем, старший следователь Лукаем, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 по факту обнаружения трупа женщины с огнестрельным ранением, телесным повреждением. В ходе первоначальных следственных действий, проведенных членами следственной оперативной группы, было установлено, что между сожителем данной женщины в ходе распития спиртных напитков произошла конфликтная ситуация. Жители Ленского района пользуются услугами в многофункциональном центре «Мои документы» почти 5 лет. Какие нововведения появились в МФЦ и за какими услугами чаще всего обращаются клиенты, узнала Анна Кожевникова. Вы вышли замуж, у вас родился малыш или вам необходимо продать квартиру. Оформить документы бесплатно вам помогут в многофункциональном центре. В любое удобное для вас время вы можете предварительно записаться через электронный терминал с помощью звонка администратору или через сайт МФЦ Саха. С полным перечнем услуг, которые предоставляет многофункциональный центр, можно ознакомиться на сайте МФЦ Саха или на стенде в офисе. Самыми популярными в Ленском районе стали услуги по оформлению сделок с недвижимостью. На втором месте рейтинга – получение паспортов как российского, так и загранпаспорта старого образца. Популярны в МФЦ и услуги пенсионного фонда. Но наиболее популярное – это оформление материнского капитала, распоряжение средствами материнского капитала, оформление СНИЛС – это уже довольно популярная такая простая услуга, а также услуги управления социальной защиты населения, там также оформление республиканского материнского капитала, семья и распоряжение этими средствами, услуги ЗАГС, услуги по оформлению разрешения на осуществление деятельности такси. Помимо оказания услуг по оформлению документов, в МФЦ можно получить юридическую помощь. Она доступна для социально незащищенных слоев населения. Это многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны войны, инвалиды всех групп. Если желающих получить юридическую помощь немного, то за предоставлением государственных и муниципальных услуг люди обращаются часто. В среднем в день в МФЦ 100 посетителей. За 8 месяцев 2018 года воспользовались услугами более 20 тысяч человек. Дмитрий Терехов уже не первый раз посещает офис «Мои документы», хотя в Ленске проживает недавно. В Новосибирске, конечно, есть чем сравнить, то, что там город большой и, соответственно, народу там больше, ну и это, соответственно, все дольше происходит, потому что очереди большие. Здесь я второй раз обратился, первый раз мы приходили с женой, где подавали документы на загранпаспорта. Ну, в принципе, все быстро, без очереди, взяли талончики, пришли, показали нам на банкомат специалист, как оплатить госпошлину, все показал. Все удобства с доставкой практически на дом. Воспользоваться предоставлением услуг МФЦ могут не только ленчане, но и жители района. Сотрудники многофункционального центра ежеквартально выезжают по поселениям Ленского района и еженедельно в Нюйский наслег. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Хотя по оценкам специалистов, жители района предпочитают сами посещать офис «Мои документы», приезжая в райцентр по своим делам. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В Айхальском филиале Мирнинского регионального технического колледжа 50 первокурсников посвятили в студенты. Из них 12 девушек. Они выбрали совсем не женскую профессию. 25 студентов в этом году набрали для обучения новой профессии монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования. Оксана Мезенцева пообщалась с студентами и выяснила, почему они выбрали именно эту профессию. 50 первокурсников пополнили ряды студентов Айхальского филиала регионального технического колледжа. Будущие профессии – электромонтер и монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования. Занятия для мужчин, однако среди новичков есть и девушки. На электромонтера я пошла, потому что как-то мне эта профессия приглянулась, она меня заинтересовала, и я, в общем-то, решила именно пойти по этой сфере. Первокурсники выбрали профессии по душе, специальности престижные, без работы не остаться. Большинство выпускников колледжа сегодня трудятся в различных подразделениях Алроса на Айхальской площадке. Первокурсники в учебном заведении освоились быстро, впереди 3 года обучения. Я уже могу выделить из 25 человек, в общем-то, актив. У нас есть мальчики очень активные, творческие, которые и поют, и стихи читают хорошо. И, в общем-то, есть несколько человек, которые действительно, я уже знаю, что они будут хорошистами. 4-й год учебное заведение работает в новом статусе. Для айхальских ребят стало престижным получить образование в региональном техническом колледже. И в этом новом учебном году айхальский филиал востребован как никогда. Достойное образование, путевка в успешную жизнь. В колледже очень престижно учиться, потому что в конце концов получаешь среднее образование, еще и сверхспециальность. Специальность может пригодиться себе и в быту также. По ней можно пойти работать дальше или учиться. Это уже по желанию человека, самого ученика. Я лично пошел в колледж именно по этой причине. Нынешние первокурсники уже в октябре вместе с остальными студентами продолжат обучение в новом корпусе. Сегодня в здании пока ведется ремонт. Здесь заработают современные лаборатории. Студенты смогут обучаться слесарному и сварочному делу, учиться выполнять электромонтажные работы. Закупят профессиональные станки. Будут учиться хорошо, на 4 и 5, освоят профессию и, самое главное, пройдут практику. После окончания практики будут уже нормальными работниками, выйдут, может быть, даже с красными дипломами. В этом году среди первокурсников как никогда много девушек. 12 студенток выбрали совсем не женскую профессию электромонтера. Среди будущих монтажников санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования только юноши. Уже через год ребята применят свои первые полученные знания на практике. Она пройдет в цехах Айхальского комбината. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Якутске началась товарищеская встреча между сборными Якутии и Москвы в классическом и блочном луке. Каждая команда состоит из 12 человек, где 6 мальчиков и 6 девочек. Эти школьники в возрасте 13-14 лет. Дивизион включает по 6 человек. В течение 2 дней они будут соревноваться в стрельбе из лука на дистанции 30 метров. В первый день у ребят пройдут личные стрельбы, во второй – командные. Тут не только спортивная составляющая, но еще и, скажем, ознакомление с регионом будет у москвичей. Они у нас вчера и сегодня будут ходить по экскурсиям, знакомиться с нашим бытом, с нашим городом. Они приехали, 6 часов пролетели на самолете, хоть уставшие, но я думаю, что впечатлений у них будет море. Поэтому желаю им удачи, чтобы наши связи на этом не заканчивались. Оставайтесь в курсе главных событий с НВК «Саха» и Якутии 24. Всего доброго и до встречи в эфире.